Боязнь диких животных, темноты и прочие страхи сегодня некоторые могут назвать старомодными. Да, это если сравнить их со временем, которое нужно провести без мобильного телефона. Страдающий номофобией человек уверен, что день без мобильной связи прошел напрасно. Контролирует полностью весь телефон, моду телефона. Что первое выходит, что можно закачать, что можно изменить в своем телефоне. Также возникают такие вещи, как они постоянно, номофобы, следят за зарядкой телефона. Чаще у них встретишь еще и второй, и третий телефон, боясь, что с этим телефоном что-то случится не то. Следят и за зарядкой, и за пополнением балансом. Проведенные учеными исследования показывают, что практически каждый седьмой житель любой экономически развитой страны страдает номофобией. Каждые 10 минут проверять, нет ли новых СМС, лайков, даже если уведомления включены, становится даже не привычкой, а потребностью. В это время общение с реальными друзьями становится уже неинтересным. Номофобы просыпаются с телефоном и засыпают вместе с ним. Причины возникновения номофобии – это тогда, когда человек очень трудно находит контакт с другими людьми. И в виртуальном мире он себя лучше реализовывает, он показывает себя как герой. У него появляется масса друзей, масса знакомств. Там его не могут осудить или что-то сказать ему не то. Он себя лучше чувствует там с этими друзьями. Здесь связана, это такая личностная причина, как бы человек прячется от внешних проблем. У 6 миллиардов населения Земли из 7 есть мобильные телефоны. Причем 81% пользователей признается, что он включен 24 часа в сутки. Итак, за время, которое мы безвозмездно отдаем смартфону, можно было бы прочитать более 300 страниц книги в день, интересно провести время с друзьями, навестить родственников и сделать еще массу полезных дел. Себя надо контролировать и реализовывать в совсем других направлениях. Не читать книгу в этом телефоне, а найти книгу в бумажный носитель и почитать. Послушать музыку можно включить телевизор. Есть другие методы и способы, когда человеку сложно с этим справиться, и он чувствует, что он действительно зависит от вот этого телефона, от этого виртуального мира, и ему плохо без телефона. Лучше не полностью отказываться от телефона, просто надо отказаться на какое-то время, постоянно пользоваться телефоном своим везде. Пока номофобы находятся в ожидании жизни, она проходит мимо них. Стоит помнить, что человеку, который половину жизни провел в виртуальном мире, нечего будет вспомнить в старости и рассказать внукам. Оглянулись и видим, вся жизнь позади. Так что жить-то теперь уже поздно. Пусть эти слова из стихотворения Владимира Бенедиктова не станут эпилогом вашей жизни.